Диплом о высшем образовании у Мадины Хадзиевой уже на руках. Она отучилась на педиатра в одном из медицинских вузов в Астрахани, а теперь намерена пойти дальше, поступить в ординатуру. Вот и пришла попытать удачу и сдать документы на целевое место. Я надеюсь, что у меня получится поступить и пройти. Вот. И что мне понравится все. Я очень сильно люблю детей. Вот. Я думаю, что я и с ними полажу. Мне удобнее с детьми работать, чем со взрослыми. Заявки на получение целевых мест Минздрав региона начал принимать с 29 июня. Прием документов проводит по программам ординатуры специалитета, по лечебному делу, педиатрии, фармации, клинической психологии. Ингушских абитуриентов готовы принять порядка 30 вузов Санкт-Петербурга, Саратова, Ростова, Волгограда, Самары и Кабардино-Балкарии. Целевые места выделены с учетом потребностей республики в медкадрах. По программе специалитета, то есть для абитуриентов, окончивших среднюю школу, 219 целевых мест, это и по линии Министерства здравоохранения, и по линии Министерства образования вместе. И по программе ординатуры нам выделено 170 целевых мест. Мы понимаем, что пока еще результатов ЕГЭ нет у всех на руках, поэтому документы подаются те, которые имеются у претендентов. Абитуриентам необходимо предоставить в приемную комиссию копию паспорта, аттестата об окончании школы, медсправку, копию ИНН и СНИЛСа и иметь при себе оригинал документов. На сегодняшний день в Минздрав поступило 171 заявление по ординатуре и 222 по специалитету. Поступили лишние заявления, но дело в том, что если обозначено какое-то определенное количество мест, то мы обязательно свыше этих мест даем еще несколько договоров. Почему? Потому что на месте будет проходить конкурс, и не факт, что те 5, допустим, которых мы направили, что они все пройдут, обязательно должны быть конкурсанты. То есть для конкурса должно быть обеспечено определенное количество людей. Поэтому договоры будут выданы не строго по тому количеству, которое указано, а свыше этого количества. Согласно целевому набору, студент учится бесплатно, но после окончания вуза обязан отработать 3 года по выбранной специальности. Но практика прошлых лет поменяла свой формат. Внесены изменения в закон об образовании в части поступления абитуриентов на целевое обучение. Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования в пределах квоты осуществляется по конкурсу, в котором могут участвовать представители всех регионов. Отбор претендентов осуществляется на основе баллов единого госэкзамена. Мы даем претенденту договор, он выезжает в тот вуз, на базе которого он будет обучаться, и каждый из этих вузов устанавливает свои конкурсные процедуры, мероприятия. То ли это тестирование, то ли это собеседование, то ли это письменные какие-то экзамены. По результатам вступительных испытаний принимается решение о зачислении. Требования у вузов разные. К примеру, в медицинской сфере предпочтение могут отдать таким поступающим. Мы максимально постараемся обеспечить этими договорами всех претендентов с учетом их пожеланий, с учетом выбора ими направления. Но при этом, конечно, приоритетными будут считаться в этом году, как мы понимаем, те претенденты, которые работали в ковиде, те претенденты, которые имеют стаж работы, ну и личные другие достижения. Заявления будут принимать в Минздраве до 28 июля, а выдавать договора начнут с 20-го, так как в некоторых вузах приемная комиссия будет работать только до 24 июля. Квалифицированные специалисты нужны в каждой сфере, и потому важна максимальная прозрачность всей процедуры поступления, отмечает Зарема Альянова. Я бы хотела предостеречь людей от того, что, может быть, кому-то кажется, что он должен где-то с кем-то договариваться, какие-то, может быть, мероприятия, предпринимать какие-то действия для того, чтобы закрепить или укрепить какую-то уверенность, гарантию в чем-то. Я предостерегаю, если кто-то будет знать о таких фактах, я бы очень просила, чтобы были личные обращения ко мне или в контрольно-ревизионное управление администрации главы Борисову Виктору Андреевичу. Обязательно такие сигналы нам нужны.
А вот в Минобре прием заявлений на участие в конкурсном отборе начался 16 июля и продлится до 10 августа. Все интересующие вопросы, особенно при столкновении с коррупционной составляющей при сдаче документов, можно задать через электронку или позвонить по номерам, которые вы видите на своих экранах. Поступающие в медвузы могут также найти всю необходимую информацию на сайте Минздрава региона. Дана Плиева, Магомед Дидигов, Новости 24.